Друзья, всем салам алейкум. Обзор кубрика. На обзоре только те ящики, которые в данный момент находятся в алматинском филиале ТССП. На обзоре у нас кубрик 2, кубрик Pro, кубрик Prime и красная версия кубрик Prime. Обо всем сейчас расскажу поподробнее. Бывает еще кубрик One, но в данный момент у нас его нет. Итак, чем отличается? Кубрик 2 это самая простая и бюджетная линейка. На сами ящики нельзя вставать. Крышки здесь относительно хрупкие. Давайте попробуем. Вот я встаю, но вставать не рекомендуется. Даже значок «не вставать». Здесь у нас ребра жесткости, поэтому я стою крепко. А так вставать не рекомендуется. Следующая система у нас идет Pro. Здесь качество пластика получше, а также на всех ящиках идет пыль и влагозащищенность. Если сравнить по цене, это стоит 70, это стоит 68. Почему дешевле? Потому что она изначально уже. Но по качеству пластика она лучше. Серия Prime. Премиальная версия. Их можно мыть мойкой высокого давления, на них можно вставать. Чем отличаются красный от черного? Только пластиком. Этот стоит 120 тысяч, этот стоит 150 тысяч. По функциональности одно и то же. Помимо того, что они пыли влагозащищенные, на них можно вставать, на них можно прыгать. В нашем инстаграме есть видео, где я ложу на них 250 килограмм. Линейка топовая, самая лучшая, но она узкая в ассортименте. Компенсируется это тем, что можно поверх этих ящиков устанавливать Pro. Сейчас все поподробнее расскажем по очереди. Начнем с серии 2. Сет из 3 ящиков стоимостью 70 тысяч тенге. Органайзер, средний ящик и ящик на колесах. Тележка с телескопической ручкой. Колеса большие, прорезиненные. Посмотрим, что внутри. Внутри находятся у нас две вот такие перегородки, которые можно снять. И на одной из перегородок органайзер. Каждый мастер собирает набор под свои нужды. Нет такого, что какой-то ящик для сантехника, какой-то для электрика. Поэтому я буду сейчас складывать рандомные инструменты, чтобы вам было наглядно понятно, что туда поместится. А там вы уже сами знаете, что туда ложить. Так, сюда я ложу шуруповерт, болгарку. Рассмотрим органайзер поближе. Вот сюда я повесил плоскогубцы, кусачки, отвертки, буры. С этой стороны у меня лезвие, дальномер. Его можно убрать, можно повесить, а можно внутри держать. Если вам не нравятся эти перегородки, этот органайзер, вы можете полностью его убрать и положить вовнутрь перфоратор. Перфоратор. И здесь, в принципе, еще места достаточно. Так, еще девольтовскую пчелку сюда. В принципе, все можно закрыть. Нет, не закрывается. Нет, как бы я ни пытался, пчелка уже сюда не залезет. 3 инструмента спокойно можно перевозить. Без напряга. Вот. Придется выбирать либо перфоратор, либо пчелка. Болгарка и шуруповерт. Второй ящик у нас простой, со съемными перегородками. Ну, давайте посмотрим, что сюда влезет. Сюда влезет, в принципе, тот же перфоратор. Перфоратор и шуруповерт. В принципе, все. Ну и самый верхний ящик у нас идет органайзер со съемными ячейками. Ячейки относительно высокие, относительно Pro. Попробуем. Саморезы 30-ка. Саморезы 100-ка. Можно также вешать эти ячейки. Дюбель-нагель 6-ка. Шурупы 30-ка. Вот так вот это все выглядит. Изолента. А также можно все это дело убрать и поместить тот же самый шуруповерт или дрель. Органайзер специально предназначен, чтобы хранить там оснастку, либо расходку. Ящики крепятся вот на таких застежках. Их можно установить как сверху, так и снизу. Держится крепко. Пробежимся по ящикам, которые можно установить поверх. Все ящики продаются отдельно. Вот ящик тележка, средний, органайзер, все они продаются отдельно. Если, к примеру, вы будете брать 3 ящика по отдельности, то стоимость выйдет на 3000 тенге дороже. В принципе,
Лучше я бы собирал, к примеру, под себя ящики. Вот, к примеру, вот это стоит 70 650. Если по отдельности брать, то будет где-то 74 тысячи тенге. Так, ящик без крышки с вот такими органайзерами. Вот так это выглядит. Здесь тоже перегородки, которые снимаются. В этом ящике 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких маленьких ящиков. Почему-то 6. По идее, сюда можно еще один добавить. По отдельности они тоже продаются. Стоимость одного ящика такого 5000 тенге. Вот. Не знаю, зачем это сделано. Может быть, для того, чтобы вы докупили еще один ящик за 5000. Есть еще вот такой маленький органайзер. Он стоит 4630 тенге. Ручка подвижная. Посмотрим, поместится он сюда или нет. Тоже помещается. Либо вот такой за 4600, либо вот такой за 5000. Можно докупить и поставить. Стоимость вот этого ящика с органайзерами 39 275. Есть также без органайзеров просто пустой ящик. Он стоит 9190 тенге. А также есть, сейчас вот это уберем сюда. Также есть вот такой вот с крышкой. Сейчас защелкнем. Также есть вот такой вот с крышкой, с ручкой. Посмотрим, что внутри. Здесь у нас идет 3 органайзера и перегородка, которую можно убирать. Такой ящик стоит 24 695. Все эти ящики можно стыковать между собой. Давайте посмотрим, сколько вообще можно одеть ящиков. Вот получается, у нас идет сет из 3 ящиков. 1, 2, 3. Установили. Защелкнули. Еще сверху. Но это уже много. Это уже будет много. Если они будут наполнены, то ручка может не выдержать. Можно еще, я думаю, 2 ящика максимум. Вот так вот, если. Вот так вот. Но придерживать при этом. Вот так вот. В системе ТУ есть также вот такая вот платформа на колесах, которая выдерживает 100 килограмм. Колеса фиксируются. Также можно собирать на свое усмотрение. Удобно для открытых вот таких вот ящиков. Так, еще раз, да, для примера. Вот такой вот ящик стоит 8300 тенге. Вся система ТУ между собой стыкуются, но не стыкуются с остальными системами. Есть вот такие органайзеры с прозрачной крышкой. Здесь просто идут перегородки. Стоимость 15 070 тенге. Перегородки также можно убирать. Повторюсь, это самая бюджетная линейка. Пластик здесь относительно тех систем хрупкий. Стоять на нем не рекомендуется. Вот я стою, но при длительной работе этот пластик не выдержит. Переходим к следующей системе, система Pro. Ширина 48, внутренний размер. А здесь, так, система ТУ, ширина 48 сантиметров, 38, на 10 сантиметров меньше. Итак, верхний органайзер тоже вот с такими красными ячейками, которые можно вешать отдельно. Либо, если у вас есть поясная сумка, прям вот с шурупами вы берете, поставили и вперед работать. Шурупы 30-ка, шурупы 100-ка. Можно убрать и прям с коробкой поставить. Но я не знаю, насколько это будет удобно доставать. Лучше, конечно, когда все это в сборе. Самое главное отличие Pro — это то, что у нее уже идет уплотнительная резинка с системой защиты IP54. Крышка крепится вот так и по бокам. Ну, по бокам она крепится тогда уже, когда цепляется сам ящик. Ящики можно хоть сверху, хоть снизу ложить. Хоп, и все. Одним пальцем. Второй ящик у нас имеет вот такой вот лоток внутри. Сюда можно оснастку, так, кусачки, отвертка, еще кусачки плоскогубцы, изоленту. Подняли. Здесь у нас уже пустое пространство. Пробуем. Бошевский перфоратор. Сюда залазит впритык.
Можно еще накидать рулетка. Ножовка уже не залезет. Ножовка не залезет. Попробуем еще сверху шуруповерт. Ну вот если так, захлопывается. Ну и последний ящик на колесах. Тоже внутри лоток. По габаритам то же самое, просто он глубже. Попробуем. Болгарка. Девольтовская пила. Ну и шуруповерт еще в принципе поместится. Колеса и ручка здесь по такому же принципу, как и в ту. Все то же самое. Ручка сделана по такому же принципу, как и в предыдущей серии. Колеса точно такие же, как в предыдущей серии. Пластиковые, поверх тонкий слой резины. Можно сказать, прорезиненные. На эти ящики тоже нельзя вставать, но пластик здесь крепче относительно системы ту. Так, еще раз покажу. Вот эта система ту. Я не смогу показать эту прочность. В любом случае вставать ни на эти нельзя, но этот пластик крепче. Стоимость сета 68 445 тенге. Давайте теперь посмотрим, какие ящики можно установить поверх этих ящиков. Так, первое. Органайзеры. То есть можно докупить такие же органайзеры и установить поверх. Давайте посмотрим поближе. Все ящики, как я уже говорил, прорезиненные. Так, вот так вот снял, посмотрел. Не то. Снял, посмотрел. Можно вот сюда вот стикеры написать, что у вас там внутри находится. Так, по-моему, лучше и проще. Так вот, эти ящики можно прям поверх и устанавливать. По 15 тысяч каждый органайзер. Вот так это выглядит. Ящики пустые. Если они будут прям заполненные, то только вот так вот поднял и покатил. К этим органайзерам можно докупить вот такую пенку. Она стоит 2900 тенге. Вот это вот все отсюда убрать. Установить пенку. Вырезать под размер своего любимого инструмента. И его сюда установить. А также вот такой органайзер. Он идентичный, но он повыше. Здесь те же самые ячейки, только высокие. Такой стоит 19 270. Ну вот он достаточно глубокий. Лично мне удобно вот такие вот. Здесь легко можно достать. Здесь же прям руку нужно куда дальше опускать, чтобы достать эти шурупы. Но, возможно, вы здесь будете не шурупы хранить, а что-то высокое. Можно, к примеру, взять один такой органайзер и один вот такой маленький. И совместить их. Так. И так. Можно прикрепить его к ящику, а можно таскать отдельно. Есть вот такие отдельно ящики для одного электроинструмента. К примеру, вот сюда вот я положил перфоратор. Он закрылся. Стоимость такого ящика 11 тысяч тенге. Можно его переносить отдельно с ручкой, а можно прикрепить к нашим систейнерам. В этой системе можно также приобрести отдельно ящик тележка на колесах и уже докупать те ящики, которые вам нравятся. А также вот такая вот тележка на колесах, она будет в системе Pro. В системе Pro есть также вот такой вот ящик с выдвижными секциями. Здесь у нас вот такие красные ячейки, а также вот такие перегородки, которые тоже можно убирать. В нижней полке точно такие же ячейки, но они уже по высоте выше. Сюда даже вот можно... Нет, нельзя. Отвертку сюда не поместишь. Только под оснастку, либо под расходку. Ну, совсем уже. Совсем глубоко. Совсем глубоко. Также их можно крепить вот здесь вот. И снимать отдельно перегородки. Каждый знает, для чего он берет определенные ящики под себя. Я вам только показываю их размеры. Кстати, о размерах. Давайте посмотрим, сколько здесь сантиметров. Глубина 10 сантиметров.
А в этих глубина 4,5 сантиметра. Этот ящик с ручкой. И также он крепится к системе Pro. Так, последний ящик из системы Pro. 16 655 тенге. Вот с такой алюминиевой ручкой. Сверху у нас места для оснастки. Также вот эти вот все перегородки снимаются. Крышка очень плотно садится. Кстати, вот именно под этой крышкой нет уплотнительной резинки. Поэтому, если вы будете мыть, струя воды, сюда вода зайдет. Уплотнительная резинка есть только вот здесь, внутри ящика. Вот она. Внутри будет сухо и не будет попадать пыль. А вот сюда вот будет. Здесь есть лоток. Так, посмотрим, что сюда можно поместить. Шуруповерт и болгарка. Нет. Нет. Только шуруповерт или только болгарка. Ящик также крепится к системе Pro. Теперь давайте переходим к самой топовой системе Kubrick Prime. Если вы хотите работать 3-4 года и не жалеть ящиков, то выбирайте Prime. Как я уже говорил, защита здесь IP66. Я его мыл керхером. Вода вовнутрь не попадала, но она попадала вот сюда вот сверху. Сверху здесь нет резинки. Так, защелки здесь уже идут мощные, металлические. Одной рукой снимается, даже пальцем. Посмотрим, что внутри. Внутри у нас уже идет плотная резинка. В 2 раза больше, чем в системе Pro. Вот такие вот красные ячейки с перегородками. Можно отдельно их убрать. Так, по размеру 47,5 на 26,5. Попробуем болгарку. Нет, она не предназначена для инструментов, больше для расходки. Сверху у нас органайзер, тоже для расходки. Крышка крепко закрывается, здесь есть царапины, потому что я сюда ложил бетонные плиты 250 килограмм. Ящик, кстати, можно держать как с этой, так и с этой стороны. Переходим ко второму ящику. Сверху у нас вот такой органайзер с теми же ячейками красными и вот такими вот перегородками красными. Крышка такая же крепкая, как и на верхнем ящике. А также есть вот такая вот алюминиевая ручка. Посмотрим, что внутри. Внутри все просто. Лоток с перегородками. Так, ну давай уберем перегородки. Сюда у нас легко уже залетает перфоратор. А также попробуем все накидать. Болгарка и шуруповерт. Только если так. Еще место есть. Переходим к последнему ящику на колесах. Посмотрим, что внутри. Внутри у нас также просто все. Лоток и пустой глубокий ящик. 30 сантиметров глубина, 47,5 ширина. Посмотрим, поместится ли. Поместится. Шуруповерт. Перфоратор и болгарка. 4 инструмента полностью сюда залетают. В системе Prime также можно докупать отдельно ящик на колесах, средний ящик и верхний органайзер. Дополнительных ящиков для системы Prime нету, но к этой системе можно подсоединять систему Pro. К вот этому нижнему ящику можно соединять Pro. Вот он, соединено. Если, к примеру, вам нравится вот такой вот ящик с выдвижными полками от системы Pro, вы можете его сюда установить и пользоваться уже как праймом, так и прошкой. Колеса здесь идут больше, тоже прорезиненные, и слой резины здесь уже идет толще. Если ящики заполнены инструментами и они уже тяжелые,
Для этого есть вот такой вот выступ, чтобы не напрягать саму ручку. Нажали и поехали. Ручка крепкая, алюминиевая. Также здесь есть вот такие вот предохранители, чтобы ручку можно было полностью снять. Так, зачем это надо? Если, к примеру, здесь ручка будет стоять, вот она. Даже если я ее опущу вниз, то нижний ящик я не смогу открыть до конца. А если я ее полностью уберу, то я уже смогу спокойно. У меня вот есть доступ ко второму ящику. Красный кубрик Prime Red отличается, как я уже говорил, только качеством пластика. Все остальное, все одно и то же. На них также продается отдельно тележка, средний ящик и верхний ящик. С ценами вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании.